проблемах и перспективах профессионально-технического образования, о новых тенденциях в этой сфере в мире, о том, каков престиж такого образования и что нужно, чтобы его повышать. Мы хотим сегодня побеседовать с менеджером программы развития ООН Рафисом Абазовым. В последние годы очень много внимания уделяется рабочим специальностям во всем мире. Нехватка специалистов со среднеспециальным образованием является такой глобальной проблемой. Как поднимают имидж рабочих профессий в других странах? Каков опыт решения этой проблемы? Вот чему они уделяют внимание? Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Как менеджер проекта по улучшению профтехобразования я рад побеседовать с вами и, конечно, рассказать о глобальном опыте, региональном опыте и на местном опыте. Была недавно издана такая интересная книга, Томас Фридман издал книгу, которая называется «World is flat», «Мир плоский». И он говорит о том, что в 21 веке современные технологии приносят и технологии, и новые отношения к профессиям, к рынку труда до каждого угла планеты. Теперь мы все меньше отличаемся друг от друга, живя даже на разных континентах. Все больше сходные процессы происходят по всей линейке. И на рынке труда, и на рынке профессий, и на рынке технологий, и на экономическом, и образовательном уровне. Если говорить с этого точки зрения, конечно же, глобальные тенденции во всем мире ведут к тому, что сейчас огромный спрос на технические специальности. Почему? Наверное, три больших фактора. Первый фактор – дело в том, что начиная с 90-х годов прошлого века большое внимание стало уделяться высшему образованию. Огромное количество университетов создали, престиж университетского образования он поднялся, как говорит вот молодежь здесь, выше крыши. Все стали желать получить высшее образование. Это вот одно направление. Второе направление в связи с тем, что огромное внимание уделялось глобализации, социальным и некоторым другим проблемам, правовым нормам, большой упор был сделан на гуманитарные специальности. Огромное количество молодежи двинулось к гуманитарным специальностям. И был огромный спрос на это. Но дело в том, что рынок труда поменялся, прошли глобальные сдвиги, и вот пошло перепроизводство людей с высшим образованием, перепроизводство людей с гуманитарным образованием. И тут мы переходим к третьему фактору. За последние 20 лет прошел колоссальный рывок вперед на технологическом уровне. Технологический рывок привел к себе спрос на людей, которые могут работать в такой цифровой экономике, и спрос на специальности, которые могут продвигать эту цифровую экономику, цифровое образование. И, конечно же, все это уперлось в технические специальности. И оказалось, к сожалению, вот маятник был на той стороне, сейчас маятник двигается на эту сторону. Это на глобальном уровне. И все же вот в развитых экономических странах как решают эту проблему? Вы знаете, вот к тому подходу, который сейчас сформировался более-менее, шли методом пробы и ошибок, пытались стимулировать какие-то отдельные специальности, какие-то отдельные направления, открывать какие-то, стимулировать колледжи, вливать оборудование. Но оказалось, что все-таки победил такой комплексный подход. Называется lifelong learning на английском языке. Это образование в течение жизни. Дело в том, что он подразумевает три фактора. Первый фактор, он является то, что появляется гибкость. Появилось очень много гибких программ, которые стали гибко относиться к процессу обучения, к продолжительности обучения. Если раньше во многих странах, например, Западной, Восточной Европы, да и в этом регионе всегда было вот 3 года, 4 года образования, в лучшем случае 2 года образования. Но сейчас технологии так быстро меняются, что человек, который поступил на 4-летнее образование 4 года назад, к моменту выпуска у него знание устаревает. Поэтому перешли, это вот первый фактор, к гибкому обучению. То есть стали разбивать большие программы на малые модули. Второй шаг очень такой важный тоже. Дело в том, что не надо забывать о старшем поколении. Когда говорили о образовании в колледжах, всегда говорили о молодых людях от 16 до 20-25 лет. Но дело в том, что с проблемой на рынке труда сталкиваются и взрослые люди. И поэтому возник второй компонент – образование в течение жизни, чтобы в колледже открыли свои двери для людей старшего поколения. И 20-летних, и 30-летних, и 40-летних. Если раньше концепция была, человек приходил в университет или в колледж один раз в жизни, теперь идея то, что он или она приходит постоянно, переходит, чтобы повысить квалификацию, повысить компетенции, получить какие-то новые навыки или просто переквалифицироваться на новую специальность. Вот, например, есть статистика, возьмем пример, который я хорошо знаю, по Казахстану. На 20 миллионов человек на сегодняшний день не заполнено почти 200 тысяч позиций.
Это довольно такой существенный кусок на рынке труда. Почему? Потому что необходимы люди, которые обладают определенными техническими навыками, техническими знаниями и компетенциями, которые могут обслуживать, если не программное обеспечение, но хотя бы, как говорят техники, технологии, железку. То есть у них люди есть, но квалифицированных специалистов нет. Безработица есть, и довольно большая безработица, а вот квалифицированных специалистов, заполнить вот эти квалифицированные позиции не хватает. Вот это второй концепт. И третий концепт, это относится чисто к учебным процессу обучения. Дело в том, что здесь третий компонент очень стал важным. Дело в том, что необходимо, чтобы учебные программы обновлялись очень динамично, очень быстро к потребностям рынка труда в данном городе, в данном районе, в данном регионе. Они меняются, они могут быть отличными от других регионов. И тут возникает необходимость создать учебник, учебное пособие, которому будут обучить, или такое, скажем, динамичное учебное пособие, которое быстро будет обновлять. Затем мы издали эти учебные пособия и на абхазском языке, и на других языках, чтобы студентам было доступно. Или вот такие заметки, которые студентам позволяют, преподавателям быстро обновлять программу. И второй компонент, а как насчет преподавателей? То есть необходимо повышать квалификации преподавателей. То есть вот этому третьему компоненту такой появился комплексный подход. Стали очень динамично менять учебные программы. А как их будет динамично менять? Это онлайн-обучение, онлайн-обмены знаниями. Рынок труда, когда мы говорим, он меняется, правильно вы об этом сказали? И очень часто можно встретить заголовки, там 5-10 профессий, которые исчезнут через 20 лет, там, через 10 лет. Если даже вот абсолютно вот все автоматизировать и роботизировать, неужели рабочие профессии когда-то будут не нужны? Вот как вы смотрите на это? Ну, давайте тогда попытаюсь ответить на ваш вопрос так сказать, делаю шаг назад, с другого, так сказать, точки зрения. Вернемся к концепции foresight, взгляд на будущее. Когда мы смотрим на будущее, всегда есть негативный сценарий, такой пессимистический сценарий, есть позитивный сценарий, то есть оптимистический сценарий. Но истина для каждого конкретного города или региона складывается посередине. Дело в том, что да, существует негативный сценарий, о том, что многие рабочие профессии будут автоматизированы, что многие просто рабочие профессии исчезнут. И, в принципе, компания McKinsey где-то 3 года назад провела большое исследование, в котором сказала, что в ближайшие 20 лет примерно около 100 рабочих профессий исчезнут. Ну, как вот мы на нашей памяти исчезли, было огромное количество ателье, которые монтировали телевизоры. Они практически все исчезли. Было огромное количество ателье, которые занимались, например, ремонтом обуви. Они исчезли. Вот, быткомбинаты, вот такие просто исчезли. Но на них место пришли другие специальности. То есть, да, негативные явления есть. Некоторые специальности исчезают, а некоторые специальности очень ужимаются, потребность в них, но возникают новые специальности. На сегодняшний день, если посмотреть, колоссальный спрос у всех на людей, которые умеют работать с компьютером. На любом уровне, на уровне малого бизнеса, среднего бизнеса, большого бизнеса. Как позитивный сценарий заключается в том, что количество новых профессий и новых рабочих мест будет превышать количество исчезающих профессий и будет превышать количество исчезающих рабочих мест. Это вот самый оптимистический, позитивный сценарий, который говорит о том, что вот к этому мы приведем, поэтому не надо бояться. Но для того, чтобы достигнуть этого позитивного или оптимистического сценария, не хватает того, чтобы сидеть и ждать, да, все будет хорошо. Нет. А то, чтобы реализовать позитивный, оптимистичный сценарий, скажем, вот, надо посмотреть на горизонт 5-10 лет и огромное внимание уделить профтехобразованию. Действительно, вот в рамках программы по развитию профтехобразования в Абхазии около 3 лет вы занимаетесь этим, правильно? Вы вдохнули жизнь в эти колледжи. Вот если в контексте Абхазии, как вы оцениваете среднее профтехобразование в нашей стране? К сожалению, до сегодняшнего дня престиж рабочих профессий был очень низкий. Ну и в принципе это было оправдано, потому что когда родители, родственники, да и сами молодежь, когда приходили в колледжи, они не видели себе перспективы там. Колледжи, к сожалению, не были достаточно отремонтированы, оборудованы, отсутствие компьютерной техники, отсутствие, так сказать, доступа к интернету. Все это вызывало такой пессимистический оттенок. И второй компонент. На рынке труда многие не видели себя, как они реализуют себя, если они выйдут на рынке труда.
То есть это вот негативный сценарий, который сейчас перекладывается на видение будущего. Если было так в прошлом, так будет в будущем. Это вот негативная оценка того, что было, и есть, и будет. Давайте посмотрим на позитивный или оптимистический сценарий. Дело в том, что на сегодняшний день вот в рамках только нашей программы, а еще, по-видимому, будет много других программ, много другой работы, мы построили, примерно отремонтировали не менее 10-12 самых современных лабораторных классов, где молодежь может обучаться самым современным навыкам по электротехнике, включая, вот мы экспериментально закупили солнечные осветители, чтобы молодежь умела работать, обслуживать солнечные батареи, солнечные панели. То есть это будущее, включая автомеханическую лабораторию, которая освещена техникой, которая способна обслуживать не старые машины. Там, я помню, в одном колледже я видел ГАЗ-53, по-моему, такая была старая машина. Или ЗИЛ. Это в Гудаутском нет разве? И там, по-моему, и в Кварчале тоже. Теперь мы поставили лабораторию, которая способна обслуживать автомеханическую лабораторию, самые современные машины, начиненные самой современной электроникой. Вы можете там прийти, посмотреть, потрогать. Все это здесь есть. То есть мы создали базу. Теперь, конечно же, для того, чтобы достичь оптимистического сценария 5 лет, необходимо эту базу максимально использовать. И в этом отношении, конечно, мы сделали и делаем большую работу, создаем огромное количество видеоклипов, работаем над социальным медиа, работаем с нашими партнерами во всей линейке коммуникации, чтобы пропагандировать рабочие профессии, рабочие специальности, чтобы молодежь было сюда прийти полезно с точки зрения учебы и интересно с точки зрения жизни в стенах колледжей. На сегодняшний день, вот по нашим подсчетам, таким примерным подсчетам, в колледжах учатся вот примерно 700 студентов, именно по техническим специальностям и так далее. То есть, мне кажется, если все хорошо, правильно построить коммуникацию колледжей, информированность про нынешнее состояние колледжей, можно легко удвоить в течение 2-3 лет, довести больше 1000 человек. И в течение 5 лет как минимум довести до 2, даже 3000 студентов по всей Абхазии, чтобы они получали рабочие профессии. 700 человек, вы сказали, это маленький процент, правильно? Это примерно 1% молодежи колледжского возраста. Если молодежь взять от 16-18 лет до 28 лет, где в основном колледж учатся, их примерно в Абхазии 60 тысяч молодых людей. 50-60 тысяч. А помните, цифру называл? Нужно 50%. 50, да. То есть это нужно примерно идеальный вариант, чтобы люди могли все обслуживать хорошо и все настроить и работать. Необходимо довести примерно до 20 тысяч человек, чтобы учились. Давайте шаг назад сделаю, приведу пример. Местный пример. Вот многие ходят, скажем, в сектор общественного питания, в кафе, апацхе, в рестораны и так далее. И нередко люди, скажем так, много смущаются качеством питания. Почему? Я был в кулинарном колледже некоторое время назад. Был один маленький зал, в котором был один стол, который качался, ножки были почти сломаны, на котором была нарезка. У них была одна печка, одна плита, на которой были 4, так сказать, комфорки, и, скажем, как обогреватель на 50 литров воды. То есть в таких условиях студенты не могли получить опыт работы. Они выполняли курсовые работы, например, или дипломные работы, шли домой, из дома приносили блюда. На сегодняшний день в Абхазском аграрном колледже примерно 80 квадратных метров напичканных оборудованием. Они теперь именно в колледже обучаются всем навыкам и секретам кулинарного мастерства. И я думаю, когда вот эти уже выпускники приходят в рестораны, в кафе, в Абхазске, они совершенно по-другому будут поддерживать и чистоту, и поддерживать именно приготовление еды и сервировку еды. То есть уровень питания, мне кажется, просто через пару лет он взлетит. То есть каждый год, если будет выпускаться примерно от 100 до 120 студентов в Абхазском аграрном колледже, у нас есть оборудованный класс в Гальском колледже, там тоже примерно почти 60 или 60 квадратных метров напичканы современным оборудованием. Вот такой пример, который показывает роль профтехобразования, который не за один месяц, не за один год, но достаточно быстро, в горизонте 5 лет, поменяет
весь ландшафт на рынке труда. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, вот насколько важно проводить в школах профориентацию. То есть может от поверхностной осведомленности о тех или иных рабочих профессиях молодежь же не выбирает их. То есть насколько это взаимосвязано, на ваш взгляд? Вы знаете, вот я разговариваю со старшим поколением и также привожу международный опыт. Очень важно в образовании системность, системный подход, чтобы была вся линейка. Вот мы позапрошлом году, в 2019 году, вывозили большую группу преподавателей и предпринимателей в Турин, в Италию, Турин и Милан. И когда они туда поехали, вот старшее поколение приехало, говорит, ну это же как у нас было раньше. Почему? Потому что вот колледжи, они идут, работают по всей линейке. Они отправляют своих, скажем, преподавателей, своих, скажем, специалистов, технологов в школы, в средней школе. Там они дают мастер-класс. Элементарно. Мастер-класс прийти в школу, сделать мастер-класс по приготовлению еды. В Италии, помните, что для многих людей Италии, это итальянская шикарная обувь, шикарная одежда. Они приходят в колледжи, из колледжа в школы и показывают, как элементарно, может быть, занимается пошивом, всяких таких вещей. Вот без профориентации в школах будет позитивный исход? Вы знаете, одну линейку активности совместно с организацией «Амилат Ресурска» мы провели большую линейку и, мне кажется, установили методику, методологию, как правильно работать в школах. То есть концепция была не просто пойти в школу, а как-то разработать такой подход, чтобы это было эффективно. То есть в течение 2019 года, в 2020 году меньше было из-за ограничений ковидных, в 2021 году было очень много посещений школ в разных районах Абхазии. То есть наши представители вместе с представителями колледжа, представители НПО, наши сотрудники ходили в школы, показывали фотографии, показывали видеосюжеты о том, как все это работает. У нас есть 12 видеосюжетов по разным 12 профессиям. Все это показывали. Родители удивлялись, школьники восхищались, что, оказывается, такая на самом деле есть. И, конечно же, мы привлекли большое внимание. И в этом линейке мы, например, отработали с интернатом. С интернатом там, конечно же, школьники нуждаются в дополнительном каком-то образовании, в дополнительном внимании. И мы пригласили их за счет, помогли профинансировать все это дело, помогли найти организацию, которая стала нашим партнером, реализовала это «Амилат Ресурска», и привозили интернатских детей, чтобы они получили навыки по работе с электричеством. В нынешних условиях Абхазии это очень востребованная работа. Нынешнее оборудование позволяет работать получать квалификацию, специальность до 4 разряда. Скажу, 2 разряд позволяет работать на уровне маленького дома, квартиры, всю линейку правильно построить электричество. 4 разряд, 5 разряд позволяет уже масштабировать эту работу на основе большого бизнес-здания, отеля и так далее. Многим навыкам они обучились. Во всяком случае, они готовы получить 2 разряд. Если, я думаю, мы технические проблемы решим, эти школьники получат 2 разряд, и, выйдя из интерната, у них будет специальность и профессия. Уже, да. Хотя бы, скажем, на хлеб с маслом они могут заработать. Привлечь молодежь в колледже, выпускать кадры, потому что они были трудоустроены, заполняли нехватку рынка труда. Это все, чтобы вот динамично работало, то есть чтобы профтехобразование было такой динамичной средой, которая развивалась. Что важно? Выделили 3 направления, таких самых важных. Первое, как я подчеркнул, чтобы колледжи работали вместе, чтобы была система профтехобразования, чтобы они взаимодополняли. Если поговорить со старшим поколением преподавателей и управленцев в колледжах, или там это называлось ПТУ, СПТУ, они всегда друг к другу ездили вместе. У них были курсы повышения квалификации, организовывали совместные мероприятия, семинары. Второй компонент – необходимо построить такое тесное взаимодействие по вертикали с частным сектором, с бизнес-средой, которые знают, что им необходимо. И третий компонент, как я всегда несколько раз говорил, маркетинг. Необходимо серьезно работать над повышением престижа профтехобразования, продвигать его как продукт, сказать, вот это продукт, это образование. С этим дипломом он или она будет уважаемым человеком в обществе.
Может быть, на черную или красную икру не хватит, но человек сможет спокойно заработать на хлеб с маслом, обеспечить себя, свою семью, чтобы исчез имидж, что студент колледжа или выпускник колледжа – это человек в такой грязной робе работающий. Нет, это уже отошло в другой мир. И опять-таки привожу, извините, конкретный пример. Вот электрика. Я был восхищен, когда вот в прошлом году и позапрошлом году был в Трабзоне. Просто проездом был в Трабзоне, рядом была стройка. Вот стройка, ну какой у нас имидж стройки? У нас не самый позитивный имидж стройки. Пришел молодой человек, симпатичный, такой прически, там это самое, в хорошо оглаженной рабочей робе со всеми жилетками и с электрическими, как шуруповертами, так и называется. Открыл панель, большую такую панель, которая обслуживает большое, если не ошибаюсь, 6 или 7 или 8-этажное здание будущей гостиницы. Он быстро по своему планшету разобрал схему, быстренько перестроил схему, всякие сделал наладку. Я думаю, человек без такого образования, без такой подготовки потратил как минимум целый день, чтобы эту панель все отрегулировать, распилить счетчики по каждому этажу. Ему потребовалось максимум 1,5 часа. Он пришел в чистенькой одежде, чистенько открыл, в этим шуруповертом покрутил. Ну, просто, вот, вы знаете, на планшете отработал. Ну, очень красиво, очень элегантно, очень престижно смотрится. Я не удержался, подошел, говорю, как вы? Ну, какое у вас образование? Закончил колледж? Хотите высшее образование? А зачем? У меня есть работа, она постоянная, она востребованная, она не позволяет заработать. Для того, чтобы стать профессором, мне потребуется 10 лет голодной студенческой жизни, а я уже после колледжа... Ну, это хороший пример, вы знаете, потому что сейчас вот, ну, все равно по-прежнему очень многие из нас считают, что получить хорошее образование, там, карьеру, приличный заработок, призвание может только высшее образование. К сожалению, эти стереотипы, они есть. Ну, давайте скажем, смотрите, не романтично, а реалистично. Да, рынок труда он большой. Там есть сегмент, в котором необходимо высшее образование. Но если раньше он был больше, в последние годы он ужимается. То есть посмотрите, сколько людей, при всем уважении к высшему образованию, это очень важный компонент. Потому что высшее образование дает управленцев, которые при правильном решении, при правильной работе, они решают проблемы в правильном направлении, помогают нам жить лучше. Но сегмент их все время ужимается. Но сколько нам еще требуется, при всем уважении к юристам, они необходимы, но сколько нам еще необходимо юристов? Ну сколько нам еще необходимо международников? Ну сколько нам еще нужно, скажем, я не знаю, как других специальностей? Никого не хочу обидеть, они нужны. Но когда идет перепроизводство, и те же юристы вынуждены работать таксистами, это, мне кажется, неправильное использование денег, которые семья вложила в это образование. А если семья вложила несколько, вот возьмем небольшое, так сказать, село, все вложили или там половину вложила в высшее образование юридическое, то есть это огромная сумма, потраченная на то, что, получив высшее образование такое-то, они работают не по специальности. Необходимо все-таки не романтично сказать, ой, там вдруг получится, а реалистически сказать, хорошо. А вы знаете, что вот на рынке вот таком-то техническом или инженерном профтехобразования конкуренция меньше, работу можно найти быстрее, и, в принципе, при правильной постановке вопроса она оплачивается гораздо лучше. Мы знаем, что автомеханик сегодня, хороший автомеханик, не в обиду будет сказано, вот я знаю, что не буду говорить про Абхазию, про Казахстан. Хороший автомеханик получает в 2-3 раза больше, чем профессор, или получает в 4 раза больше, чем, скажем, юрист с частной практикой. Ну да, мир вокруг нас меняется, и нужно идти в ногу со временем, быть реалистами и избавляться от стереотипов всяких. В любом случае, среднее профтехобразование в Абхазии лучше, чем вчера, и мы надеемся, что вот завтра будет лучше, чем сегодня. Вы знаете, мы очень надеемся, потому что, на мой взгляд, и опять люблю оперировать категориями количественными, я думаю, мы подняли очень малый пласт профтехобразования. Я не люблю политическую терминологию, сижу с цифрами. В 20 веке, вот в этом регионе, было более, по-моему, 20 колледжей. Надо просто точно поднять цифру. Было очень много.
было несколько тысяч студентов. То есть это было так, при предыдущей экономике. На будущее, конечно, требуется, чтобы было гораздо больше, в разы больше количество студентов. То есть я думаю, мы подняли пласт примерно 15-20%. Даже если посмотрим в колледже, в котором мы сидим, посмотрим по количеству площади, которые отремонтированы и которые требуют еще ремонта, чтобы было гораздо лучше. Я думаю, что еще 60-70% работы надо сделать, чтобы было все оптимально подготовлено. Во всех колледжах стоит такой вопрос тоже. От Кварчала до Гудауты, до Гагры, где необходимо улучшить условия. То есть это необходимо. Это по линейке такой, называем hard, то есть стены оборудования. По второй линейке учебные программы. Конечно же, они требуют обновления, они требуют, чтобы они были как максимально адаптированы к текущим меняющимся обстановке на рынке труда. Третий компонент, конечно же, я называю лидерский. Необходима все-таки очень важная лидерская программа, чтобы привлечь молодежь к педагогической специальности, к педагогической работе в колледжах, чтобы пришли молодые люди, молодые парни, молодые девушки, чтобы студенты были более близки к своим преподавателям в понимании современного мира. Если молодые преподаватели преподают этим студентам, то им будет интереснее общаться, и это будет привлечет еще большее количество. То есть мы знаем потребности, вот я опять-таки сказал, 3 потребности основные, и мы знаем, что это необходимо. И мы думаем, что мы донесем и пытаемся доносить, регулярно общаемся с нашими донорами, чтобы вторая фаза случилась. На второй фазе мы создали ее. И, конечно же, вывели на какой-то другой уровень работу второй фазы программы, чтобы вопросы, которые решены, они были решены, и чтобы она как-то оптимизировала образовательный процесс использования современных технологий, в том числе цифровых технологий, на следующий уровень. И старая китайская пословица или мудрость: если каждый человек посадит цветок, весь мир станет садом. Я говорю в этом отношении, если каждый молодой человек получит навыки какие-то рабочие, многие проблемы будут решены. Рафис Фанистович, спасибо вам большое за интересную и познавательную беседу.